Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 6 апреля 2024 года, 16:51 минута по Берлину, 17 часов 51 минута, соответственно, по городу Джохару. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Реалити и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. Все, кто не находится в фашистской России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, ставьте лайки, пишите ваши комментарии и распространяйте ссылку на наш стрим. Таким образом, мы сможем до больших людей донести правду. И это будет ваш вклад в защиту прав людей и распространение правды против российской пропаганды. Все, кто находится не в России, еще раз напоминаю, или же во время не в оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Остальные все пишите, друзья, это важно, очень важно. Сегодня у нас опять дневной стрим, сегодняшний свой стрим я назвал «Плохой прогноз для России». Это мой прогноз для России, и он не очень хороший для России. Шамсад, ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам, Шамсад. Так. Напоминаю вам, друзья, еще после нашего стрима, сегодня после 21 часа, в 21 час точнее, у нас будет очередная встреча на платформе открытого диалога информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, в частности с Агьядом Идигом и с другими легитимными, единственными легитимными представителями чеченской власти. Мы сможем пообщаться, вы сможете задать вопросы, ну и так далее, и так далее. Все как обычно. Платформа, сегодняшняя тема платформы называется «Чеченская Республика Ичкерия в фокусе. Оккупация, геноцид и международная реакция». Ну, да и на все эти и другие темы обычно мы не только на заявленные темы, у нас всегда чаще всего происходит этому занятие. Если вы хотите пообщаться с соратником Джохара Дудаева, с его вдовой, Алла Дудаева тоже входит в президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. Она тоже иногда бывает на наших стримах. Поэтому herzlich willkommen, как говорят немцы, добро пожаловать. Всем будем рады, заходите, участвуйте. Стрим будет в 21:00, друзья. То есть сегодня, сейчас 16:54, грубо говоря, 17 часов. То есть будет в 21 час, получается, через 4 часа. Через 4 часа. Так, Шамиль, Аргун, Доло, все, друзья, все, я вас приветствую. Алейкум ассалам. Так, Мичавер. Ой, чат. Алейкум салам, Шамиль, все будет Ичкерия. Дай Бог, дай Бог. Аргун, брат, доброго времени, Доло, все, Доло, Залек. Так, они же живут там, а ты и воюют за Россию. Борис, я не понял ваш набор букв. Пожалуйста, попробуйте сформулировать вашу мысль, чтобы я смог. Муса Таипов интересный собеседник. Да, Муса Таипов очень интересный собеседник, очень подкованный, интеллектуальный человек, очень информированный человек, да. С ним интересно общаться, получать информацию у него, очень полезную, нужную, инсайдерскую. Как-то так, друзья. Было бы хорошо, знаете, Мусу Таипова и Веллер есть такой российский писатель, журналист. Вот их бы вместе свести как-нибудь, да, пообщаться. Было бы интересно, я думаю. Ну, надо работать. Все зависит от того, что мы сделаем, друзья.
Все зависит от того, что мы сделаем. Все в наших руках. Уртов почему убрал комментарий? Почему убрал про Мусута и по комментарию? Поэтому, ну, давайте вначале я расскажу, как обычно, о потерях фашистской России на территории Украины. За прошедшие сутки, то есть на 6 апреля 2024 года, уничтожено и ранено 790 оккупантов, 24 танка, 38 боевых бронированных машин, 41 артиллерийская система, 3 РСЗО, 2 антиаэркрафта, 48 БПЛА, 1 крылатая ракета сбита, 70 автомобильной техники и цистерн уничтожено, 5 спецтехники уничтожено. Слава ЗСУ, слава Украине, друзья. Все, что мы можем сказать по этому поводу. Как мы и полагали, друзья, как мы предполагали, с 1 апреля начался, ну, как известно, что начнется призыв, было известно, да, весенний призыв 1 апреля. И усиленно сейчас будут всех людей, кто попадет под этот призыв. Сейчас подняли, по-моему, до 30 лет, по-моему, сейчас призывной возраст. Раньше до 27 лет считался призывной возраст. Сейчас до 30 лет. И благодаря этому где-то на 150 тысяч больше собираются еще вот этих послушных исполнителей преступных приказов набрать. И, конечно же, без сомнения, все призывники тоже будут отправляться на войну. И, как мы предполагали, уже много поступает информации о том, что, да, будет массовая мобилизация, скорее всего, введение военного положения и массовая мобилизация, когда все будут просто поставлены под ружье. Проблема в том, что просто ружей на всех не хватает и форму. Но, в принципе, в 40-х годах, в начале Второй мировой войны, или так называемой Великой Отечественной войны, на одного человека, на одну винтовку 3 человека приходилось, как мы знаем. И 2 бежали сзади, пока не подстрелят того, кто с винтовкой бежит. Поэтому этот выход они всегда найдут. Мясо, главное, чтобы было мясо. Все равно маловато, слава ВСУ. Героям слава, героям слава. Кадыров обеспечил безопасность. Ну, я не знаю, что вы имеете в виду под безопасностью. Но Кадыров не может обеспечить безопасность. Он может только говорить. Вы видели, наверное, это видео, оно у меня здесь в телефоне оно есть. Кадыров собрал своих вот этих головорезов вокруг себя и говорит, у России есть 5 возможностей, одну кнопку нажимаешь, 5000 одновременно из самолета вылетает, одну кнопку нажимаешь, и все 5000 просто с одной кнопки сидит где-то там Вася, залетает 5000 самолетов, они могут залететь с Владивостока, там, с Калининграда, со всех сторон могут залететь. И сидит Вася где-нибудь на Урале, одну кнопку нажимает, и 5000 самолетов уничтожаются. Только вот 5 дронов они пока не могут уничтожить. Но они просто не по мелочи. Они рассчитаны на очень серьезные просто объекты, а так по мелочи это не их уровень, поэтому они не могут уничтожить. Так, думаю, будет, так бы уничтожили бы. Короче говоря, ничего Кадыров обеспечить не может, ни Кадыров, ни себя обеспечить, ни себя, ни кого-либо безопасности Кадыров обеспечить не может. Когда этой безопасностью займутся конкретно, а не отдельные молодые чеченцы, которые решили бросить вызов, имея колоссальный дух и доблесть, бросить вызов фашистской банд-армии, которая окружила всю Чеченскую республику своими бандформированиями, а внутри соглядатаи и огромное количество спецмероприятий. Да, против таких Рамзан Кадыров может обеспечить. Знаете, чеченцы, наверное, вы все помните, так вспоминать эти вещи так неприятно происходит.
Помните, были в 16-м, по-моему, да, или в 14-м это году была операция Иштихама Бошт, операция Чубехкан, Сабеич Дархой, Чубехкан, Байерпыш. И несколько человек зашли в город, и им обещали, что типа вся республика встанет, мы вас поддержим. Потом спецФСБ устроила такую провокацию, приводили девушек в актовый зал там, и типа мы вам будем за шиворот заглядывать, Кадыров говорит, это ФСБ провокация была, мы будем женщин там домогаться, за шиворот заглядывать, обыскивать их там. Ну, короче, такие грязные вещи он высказывает. И потом появляется аудиосообщение, девушка как бы плачет, говорит, что там нам нужна помощь, они там на нашу честь посягают там и так далее, и так далее. И тогда чеченские бойцы, которые находятся в горах, которые имеют поддержку по интернету, им рассказывают много лет, им твердят, что вы только спуститесь на равнину, мы спустимся, мы вам поддержим, там поднимем весь город, там вся республика поднимется и так далее, и так далее. На 4 машинах, по-моему, они, человек 10, может быть, их было, заезжают в город, воюют, сражаются и погибают, в конце концов. И никакой поддержки, ничего нет. То же самое происходит операция по захвату Хоси-Юрта. Помните, 10 парней тоже спускаются и фактически идут на верную смерть. Как таковых больших боестолкновений у них не получается. Там, может, кто-то из этих уничтожен. Но по большей части главные фигуранты, они не пострадали. Главные фигуранты. Им удается зайти в Хоси-Юрт, по-моему, там они на окраине где-то бои ведут, погибают. Фактически, знаете, я сейчас это все вещи анализирую, вспоминаю. Фактически нас выдергивают для того, чтобы потом ликвидировать и показать вот всему миру. Вот какую безопасность Кадыров обеспечивает. Кадыров нам рассказывал, если вы мужчины, обвяжитесь взрывчаткой, придите, взорвитесь. Потому что очень-очень им нужно было, чтобы кто-то взорвался. Понимаете? Простого мента замочить, да, никаких проблем. Это даже хорошо для них. Понимаете? Во-первых, у этого мента появится сын, или 2, или 3 племянников, еще кого-то, которые будут мотивированы воевать уже за этих, потому что их отец раз уже убит, а их отец, они-то знают, что он ничего плохого не делал. Это был хороший человек, приносил им там деньги, стоял где-то там на посту или где-то там шлагбаум поднимал, никого не трогал. А тут пришел какой-то террорист и взорвал его, там, замочил его и так далее, и так далее. Отлично. Для Кадырова, для России это просто перфект, как говорится. Очень удобно. Убили чеченца, и этот чеченец, и этот чеченец. 2 чеченца нету. У этого чеченца дети остались, и у того чеченца дети остались. И эти чеченцы будут ненавидеть тех дети, и те будут ненавидеть тех. Отлично просто. Просто со всех сторон просто сплошной плюс, сплошная прибыль. Очень удобно. Вот таким вот образом они нас стравливали, и мы велись на это, самое интересное. Мы велись на эту пропаганду, мы готовы были там, идти на какие-то уступки, на уступки не в смысле им уступать, а в смысле идти на те трюки, которые они нам готовили. Представьте, представьте. Сейчас украинцы над украинцами то же самое делают. Удается некоторые вещи, которые тут становятся широкой, известно становится, их предотвратить, об этом сказать, заявить об этом. Но по большей части работа большая ведется. Вот такие вот вещи над нами творили ночи. Дицмадилаш, хадиш тушун. Валейк салам, Бергман, Лемон, аз валейк салам. Цен баду хадюцек, наш герой Джахардуда. Уайлелаш Лемон аз, уайлелаш цар уайлилинек, уайлелаш. Если мы не будем сейчас это все анализировать,
по какой-то причине мы будем замалчивать это из-за страха, из-за того, что не понимаем до конца всего, еще по какой-то причине. Они снова с нами это повторят. И вот это надо выучить. Мы, чеченцы, должны стать, если мы получаем такой опыт, такой кровавый опыт, это очень дорогой опыт, друзья. Мы должны это наизусть выучить все эти уроки, чтобы никогда больше не попадать. Мы должны все это анализировать, вспоминать и предотвращать. Вот смотрите, например, мы потихоньку вернемся к прогнозу плохому для России, но сейчас по ситуации, вот то, что информационное пространство у нас происходит. Уайляешь просто ночи. Сколько вот у нас целые сериалы у нас идут в ТикТоке каких-то людей. Люди, которые абсолютно потеряли человеческую мораль, нравственность. Эти люди работают, во-первых, они работают на российские спецслужбы. Это во-первых. Во-вторых, все, что они делают, их задача создать сериал. Сериал, как там один ругается с другим, одна там говорит другой что-то и так далее, и так далее. И вот этот сериал вас втягивает. Вас втягивает. Каждый знает, что сказала вот это тот сказал тому, а этот снял штаны и еще что-то там продемонстрировал. Это все знают уже. Все обсуждают. Представьте? И все эти люди, которые это все говорят, делают вот в ТикТоке, который видит. Шейнла асуахтиш, шейнцала асуахматиш. Асхитцелс эллага агент хилушен. Üche birşe çuça birşe, гасхшанти бол бешбушен. Ше берше цац полезный идиот, хируцы анюк и нисвель. Цац ши цац аволнат, аволша хируцы гацацу. Но политика цаюч, вайхала цаюч, цух и сплетняшуч, аш бешбац, зуд берша, дуцу зудри буцига, жирой буцига, цац берш, долша буцига. Üche берше гасхшанти бол бешбушен. И дахалаш. Это нужно зафиксировать раз и навсегда. Это не просто, вы не поверите, многие, которые не сталкивались с этим, вы в это даже не поверите. Потому что в это трудно поверить. Ну, какой смысл? Какой смысл сидеть и просто там материть? Вот смотрите, есть один деятель. Там сидит, я просто их имена называть не буду, потому что они недостойны просто. Просто абсолютно они недостойны даже, чтобы их именно называли. Это враги чеченского народа, и они не понимают, что их лица и то, что они говорят, мы все фиксируем. И это останется не тому, кто их заслал туда за 20 копеек, за 20 рублей, а им самим это все останется. Все, что они делают, это все им самим останется. Например, они сидят, они здесь, нужно там позитив получить, нужно там на религиозную тему, на еще что-то, каким-то образом нужно спровоцировать человека. Это очень удобно, если, например, кто-то начинает ругаться матом, какой-нибудь чеченец заходит молодой и говорит, зачем ты ругаешься матом, а она его еще 10-этажным матом обзывает. Ну, он начинает возмущаться, там, ругаться, там, начинает ей что-то там писать, угрожать. И все, этого достаточно, чтобы у этого парня появились проблемы. И ей или ему дали позитив, дали какую-нибудь бумажку, что, смотрите, его преследуют. Потому что они все, если они работают на российские спецслужбы, они все на нас здесь стучат. Затем, например, парень какой-нибудь, есть такой, да, один, не один, их там несколько, которые сидят и рассказывают, какие они герои, какие они воины, как они там всех побеждают и так далее. Потом им говорят, ну давай встретимся, раз ты уже такой воин, там, амат, перемат, это угара, усалум ждут. Еще цадует Бог, да, свой нара, цадует я суд, святой Бог, да, просто эфирчу уахьян, эдицера, сагансити кидера, ну, скажем так, до 40, до 50 или сколько там лет людям, они не доживут, если так говорить. Правильно? Если то, что они говорят в интернете, говорить прямо лицо людям, ну, то можно там перелом носа получить, там, я не знаю, еще какие-нибудь последствия тяжкие получить. А тут, ну, просто говорят и говорят.
И я думал, почему они это делают. Ночью дикладуалашью, какие человек бошу, какие человек да эллаш. Я думаю, для чего они так активно вас всех провоцируют. Чтобы мы отвечали им, вы ездили на встрелку с ними, там, звонили, угрожали им и так далее, и так далее. Дикладуалаш. И они там за Путина идут, голосуют, там еще там какие-то там вещи делают, там Ахмад Силас говорят. Там. Это все мы видим, и мы сразу понимаем, что это человек пророссийский. Но он начинает нас провоцировать, и мы думаем, а кто такой этот пророссийский бич? И, конечно, поеду я ему сейчас, одного леща дам и вернусь быстро. И молодой парень какой-нибудь там, кровь горячая, решает поехать. Конечно, он не приедет с вами навстречу, вот этот чувак. Его задачи нет. Это абсолютно беспринципный, аморальный человек. Если он работает на российские спецслужбы и создает проблемы чеченцам, он аморальный, беспринципный мерзавец и негодяй. И он не приедет с вами навстречу. Но для чего он это делает? Задумайтесь. Если у человека есть гражданство, если у него есть там, например, позитив, зачем ему нужно вот так вас провоцировать? Во-первых, таким образом он создает вокруг себя медийность, внимание он себе привлекает. Ему абсолютно плевать. И абсолютно плевать ему, что вы о нем подумаете. Яхи, цей, это его вообще не волнует. Его волнует, чтобы у него было больше подписчиков, о нем больше говорили. И второе, когда он вас, чеченцы, провоцирует, самый главный душон, это делается для того, вот один деятель там поругался, и он говорит, сам он навстречу не пошел, а тот, кто хотел с ним встретиться, он, видимо, решительно настроен. И тот приехал на встречу, там проехал сколько-то там, 400 или сколько-то километров, чтобы увидеть вот это. Тот к нему навстречу не приходит, но делает видео и говорит, асхуна и марадохкар до бохцуцинг. Кваселитан, пуантю бохцу, асхун и марадохкар яхан бох. Шат и воган, ицуна и марадохка сагуатис. Шат и воган, марадохка сабохцуис. Он говорит марадохкар. Я понимаю это так, что дома твои родственники будут извиняться перед тем, что ты вот тут мне тут понты делал. И будут извиняться. Будут. Или ему придется выйти, как я, на путь и послать всех родственников, весь мир к чертовой бабушке и идти по своему пути. Или сказать, ладно, извините, виноват, больше не буду. Скорее всего, он так и сделает. Но на этом это не закончится, когда он извинится. Дело в том, что после этого, вот таких спровоцированных ребят, а это яйол кантуис, не каждый им нужен человек здесь, в Европе. Им нужен яйолш, кира догдег виесцен, ди дендег уида, ди дег далундег виесцен. Так вот, после того, как, например, вот этот провокатор его выявил, этого яйол ночикант, у его дома напрягли его родственников, он тут извинился по телефону как-то, все, я больше не буду и так далее. После этого начинается обработка вот этого парня для того, чтобы не возбудили дело против брата, дяди, тети, там, кто у него дома. Кого-то на войну, чтобы не отправили. И таким образом они пытаются вербовать пассионарных людей, ему не говорят, ты будешь работать на ГРУ или там на ФСБ. Ну, ГРУ, в основном по Европе, обалбящий. Ему не говорят, ему говорят, если ты сейчас не пойдешь, вон тому рожу не набьешь, или там не посмотришь там какой-нибудь момент, он там еще что-то сделает, то твоим родственникам мы брата на войну отправим, или еще что-то сделаем. Понимаете? Вот таким образом они выдергивают здесь, в Европе, потому что вся их агентура уже засвечена. Вся агентура поголовно засвечена. Они абсолютно вели себя здесь развязанно, абсолютно не шифруясь. Да, есть, которые шифровались, но в основном они не шифровались. И вся агентура высвечена. Все, на ней уже поставлен крестик. И нужны кто-то новые нужны, которые не связаны ни с ГРУ, никак.
И вот такие вот провокаторы здесь в ТикТоках сидят, и девушки, и парни, которые провоцируют. Плюс еще тоже важно, чеченцы, Дитер Бехмобиль, очень важный момент по поводу того, что так называемые, когда девушки с вами вас заманивают, приглашают, и вас 100% записывают на видеозапись или голосовые аудио, все это делается. Если вы там женаты, если вы там еще что-то, третье, десятое, у вас вот эти вещи чох распространенные душой. Видите, что особо? Вот эти вещи тоже распространены, также вербуются. Это не значит, что вы сразу становитесь рабом и выполняете любой приказ. Но если вы попали на видеозапись, например, вы не хотите, чтобы об этом узнала там ваша жена, например, где-то вы в гостях у какой-нибудь блогерши, которая вас активно зазывает. Понимаете? И потом это становится, а ей плевать, она на работе, у нее эти записи 500, поэтому она не боится. Вам это не нужно. Из-за душон, Бог Аллах Ацуман, и вам этот человек не расскажет, когда он уже попал на крючок. Но я вас предупреждаю, да, и таким образом, что вербовать ты душон, что на компромат гули решен. Исхак дишь ночи. Шенла Бог дишь, цела амади. Но избавили да микшон. Я тоже так думал, что они 15 рублей. Да, да, совершенно верно. Берга бува, алейксалам. У всех висит наш флаг типа ичкерийцы, они хотят нас очернить. Да, сейчас уже флаг Ичкери Лемон Аз. Ты, наверное, помнишь, 5 лет назад, кто поднимал этот флаг Ичкери. Никто его не хотел поднимать. Все там с арабской вязью, черный флаг, там, 3-10. Потому что тогда было в этом направлении работа. Сейчас работа ведется уже по Ичкерии, потому что Ичкерия ожила. На Западе об Ичкерии начали говорить. Американцы начали говорить об Ичкерии. Поэтому, хотят они или нет, они вынуждены снова вешать флаги Ичкерии для того, чтобы перехватить инициативу. Чтобы мы на их фоне казались вообще не патриотами, а они самые большие патриоты. Понимаете? И это нам важно всем знать. Сунде ларлулаш, азбочина, диккитлаш нохче, массерга шен халдаца, дальше дахарашис. Объяснять дахараш, массерга, объясните всем, насколько вот и эти блогеры, и вот эти все вот эти провокации, они вредны нам. И ты еще, тяхир душун, шун юх царь, трюк инчултя, когда Tatsahuman te a letzen schul te asho. Badig di che plivek dushun ser hu alil de shika piak mabo shum shiat shunish. That's taka yail chun kira dwagdul chun. Shit nah da big che yesha video te wek che yesha hum не стель че ста. Сагат дохуай. Не парьтесь, да, пошлите всех к черту, да. А вообще самое правильное, вообще не смотреть этих людей. Чтобы вы не знали об их существовании, понимаете? Нельзя знать об их существовании. Так. Валык салам, чеченский сионист. Машвой, но чекан чавига, валык салам, чавиг машвой. Так, друзья, сколько мы в эфире? Уже почти 30 минут. Марнаш хобал дуэль чеченский сионист. Ход десен муэцу, марнаш. Ход десен муэцу, десня. Короче, совсем немножко осталось, да, волки Кавказа, да. Так.
Планы, планы, планы. Планы, планы, планы. Асауэй, Костя, Чалуш, Юдалмул, авай Костяк. Костяк, бля. Конечно, да, Манаш, конечно, чеченский сионист, конечно. На самом деле, для того, чтобы мы стали сильнее, нам немного нужно, на самом деле. Нам нужно достаточно просто побороть вот эти вещи, которые нас останавливают открыто говорить. Вот сейчас у меня на Фейсбуке, Максим, витаю, на Фейсбуке, на главной странице у меня закреплена статья Аяда Эдиго «20 лет борьбы чеченского народа против агрессии Кремля» на моей странице Фейсбука. И там фотография есть в этой статье. Фотография, где идут, ну, может быть, 1000 или несколько сот человек. Они спускаются в туннель, минутка, где вот переход от президентского дворца, если ехать. Это 8 июля 95 года. Это оккупированный уже тогда Грозный. И шествие против российской агрессии в Чеченской республике Ичкерия. И знаете, вот эти люди, мне кажется, не меньше герои, чем те, кто воюет непосредственно с оружием в руках. Те, кто организовывал эти митинги, их убивали. Их выходили, выслеживали, их убивали, их членов семьи их убивали. И то, что они делали, открыто выступали, это было просто колоссально важно. Это с ценой своей жизни они это делали. Там несколько тысяч, мне кажется, людей. И вот они уходили на эти митинги, шествия. Нам, пока мы не поборем этот страх за родственников, за себя, за еще что-то там, третье, десятое, ничего не произойдет. Как только мы его поборем, шеша шадек Христос, ой дух маду, ой инзери дух маду, ой шевега мау ищет на самом деле. А зараскшан эла цавясом царвей цабеш бей анкуш. Таха ой шевега мау ищет уэлеш. 90% Nashville шмау шевега. Динек дютердул шмавать да. Да, мула. Асавай Костяк Чалушу дал мула, чеченский сионист, дал мула. Витаю из Украины, Ичкерия будет свободная. Аналист Сауло связи. Мегион Савальч. Все будет Ичкерия. Дал мула, все будет Ичкерия. Цаши, куя, шадик дикрир душунвай. Шадик дигдей, дерер таджимал. Ну, сдвиг швой, замечательно, все равно. Гурдушин, пока Вейн, внутренний сдвиг хилалс, мы не будем замечать, да? Как-то так, друзья, как-то так, да. Я смотрю, чеченский сионист, ты пользуешься успехом здесь. Нормальная тема.
Урок не бывает чеченский сионисты. Они вычисляют твой возраст. Возраст вычисляют. Так, друзья, что-то у нас вяло идет этот стрим. Смотрю, вы комментариев не пишете, ссылки не распространяете. Поэтому и вяло у нас все идет. Ну, у меня еще отсутствует энергия. И отсутствует энергия без питания, да. Так. Вся моя жизнь ушла на то, чтобы понять, что не нужно понимать все, сказала Рене Котти. Понимаете, не нужно понимать все. Асан, скажи им, что у меня образование и грамотность на высшем уровне, в отличие от них. Сказано уже. Уже передано, да. Очень важный момент. Я надеюсь, сегодня, кстати говоря, мы сможем задать вопросы Аяду. Нужно будет этот вопрос тоже поднять. Спецтрибунал для правящей верхушки РФ с большой долей вероятности будет создан до конца 2024 года, сообщил корреспондентке Deutsche Welle и еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс. Рассматриваются два основных варианта. Международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы, рассказал он. Нидерланды предложили провести спецтрибунал в Гааге. С июля 2023 года международная команда прокуроров анализирует улики, переданные разными странами в базу данных, которая была создана специально для этого при Евроюсте. Дело впоследствии будет передано в спецтрибунал. Сдвинулась с мертвой точки и дискуссия об использовании замороженных на Западе суверенных активов РФ. 44 страны поддержали рассмотрение этого вопроса. Ранее речь шла только об использовании доходов от этих активов, но не самих средств. Всего в мире заморожено около 300 миллиардов евро суверенных активов Центробанка РФ, причем большая их часть на территории Евросоюза. В частности, от ЕС ожидают решения о передаче Киеву сверхприбыли от них около 3 миллиардов евро в год. Я очень надеюсь, что чеченский вопрос тоже будет внесен, да, в этот список по трибуналу над фашистской Россией. Извиняюсь. Ты думаешь, Иран сейчас начнет большую войну? Фричкере, нет, Иран не начнет большую войну. Я не думаю, что он начнет большую войну. Хотя исключать ничего мы не можем. Но с кем? С Израилем? Сомневаюсь. Сомневаюсь, что он захочет испытать на себе всю мощь американского военного флота. С кем? Я думаю, нет, Фричкере. Я думаю, что у Ирана так много внутренних проблем внутри своей страны, что начинать войну они побоятся просто. Хотя, может, и для отвлечения внимания тоже начинают войны, поэтому не могу пока ничего сказать. Асан, скажи так, Асан, если у президиума правительства ЧРИ взаимодействие или сотрудничество с татарским Кашабом и другими диссидентами не влияет ли на их...
Шамиль, вы же задавали этот вопрос. С Кашапова он знает, но взаимодействия, сотрудничества нет. Вот о чем говорил. А влияет, Закаев, Кутаев, они будут ровно до тех пор, Закаев, Кутаев, до тех пор, пока мы будем неактивны. Когда настоящие свободные чеченцы будут активны отстаивать свои права, этим людям не будет места ни в информационном пространстве, ни вообще их не будет видно и слышно. Дело в том, что мы не работаем, поэтому они влияют на что-то. Вот и все. Это правда. Мы, чеченское гражданское общество, оно аморфно, оно неподвижно, не слышно. Как только оно будет слышно, когда появятся голоса, это в принципе не должно было быть ни Кутаевых, ни Закаевых, их не должно было быть. В принципе, в здоровом обществе это не могло просто произойти. Но мы постгеноцидный народ, и вот так вот случилось. Поэтому жаль. Так это не должно было случиться. Но случилось. По какой-то причине случилось. Случилось, почему он уехал в Украину, и Украина молчит. Украинские власти, украинские наши бойцы, все молчат. Не говорят публично, днем и ночью, не доносят до людей информацию. По какой-то причине. Значит, будем делать мы то, что мы можем. Мы независимые, мы свободные. И мы будем делать то, что мы можем делать. Поэтому не представляют никакие Закаевы, Кутаевы никакой нам угрозы. Никакой угрозы они не представляют. Они угрозы только если мы молчим. А мы не молчим. Дал Уизель, Лам Уизель. Ичкерия будет свободна обязательно. Дал Лакартвера. Дай Бог, дай Бог. Дай Бог. А геноцид чеченского народа буде рассматривать Международный суд? Вы бачите, я украинка, русский язык мне чужий, тому пишу с ошибками. Любомира, здравствуйте. Витаю вас. Это самый главный вопрос, который меня интересует, меня волнует. Конечно же, но для этого у нас есть Генеральная прокуратура, у нас есть генеральный прокурор, точнее, который входит в президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия. У нас есть президиум правительства, в который входит и судебная, и исполнительная, и законодательная власть. И я очень рассчитываю, что мы сегодня можем Аяду задать эти вопросы. Было бы хорошо, если бы наш генеральный прокурор к этому присоединился бы к этому разговору. И вот эти вещи, конечно, очень важны. И мы не можем упустить этот шанс. Если мы этого не сделаем, то считайте, хана. Все пропало, да. Если мы этого не сделаем, то нету у нас никакой генеральной прокуратуры, и ничего у нас нету, если мы этого не сделаем. А так нужно, конечно, это самое главное, что мы должны сделать. Я считаю, что это самое главное. Так. Так, где это у нас? Попробуем управлять контентом. Так. Все зрители сделаем. Ну давай сделаем так, ладно уж. Уговорили, да. Посмотрим, какой ты товарищ Сухов. Так.
Любомир, я понимаю ваш язык, я думаю, все грамотно люди поймут, так что мы, чеченцы, благодарим вас за то, что пишете на своем родном языке. Супер, супер. Так, ну давайте. Вчера на пятничном намазе сделал дуа за Америку. Иншаллах, Америка победит российское образование. Да, Ахмад, а почему у тебя 95 стоит, Ахмад? Это хорошо, что ты сделал? Здорово, Казбек, когда за водярой пойдешь, говорит. Как только я открыл чат для всех, начинается активность, оказывается. Оказывается, нашу активность задают тролли. Ай, как же интересно за вами наблюдать. О. Какова ваша позиция по прогнозу плохому для России? Давайте поговорим о плохом прогнозе для России. Как раз к нам тролли пожаловали, потому что я им разрешил не регистрироваться. И можно писать им комментарии. Дело в том, что, друзья, давайте основная наша тема сегодняшнего нашего стрима – плохой прогноз для России. Дело в том, что, как мы уже неоднократно много раз говорили, мобилизация, введение военного положения, отмена моратория на смертную казнь, репрессии, гражданская война, провокации, война внешняя. Ну вот все, что ждет Россию в ближайшее время. Голод, холод, нищета. Это все, что ждет Россию. Как-то так, друзья. Вы обратите внимание, я только отменил запрет на ограничения на комментарии. И вот вы видите, сколько троллей появилось. Сразу видели? Моментально. Вот почему флаг Америки. Что скажешь про Израиль? 4 таджика. Вот любимые темы. Если вы хотите узнать, какие у них любимые темы, заходите ко мне на чат и смотрите, где ты живешь. Да. Живешь, немножко не так написал ты. Так. Ломали, я не знаю, что за работа комитета Ингушской независимости. Я просто не следил за всем этим, поэтому я не могу прокомментировать. Так, давайте, активнее пишите, давайте. Говорит, это не тролли, говорит, это не тролли. Это не тролли, говорит. Это не тролли. Просто люди зашли, потому что так совпало, правильно? А теперь давай проверим, тролли это или нет. Снова я поставил ограничения на их комментарии. Давай проверим.
только подписавшийся человек может заходить и писать комментарии. Я такие вот рамки поставил. Все, нету этих людей, понимаешь, все, исчезли. Вот все, кто сейчас писал про флаг, вот одни и те же темы. Это очень легко проверяется. Они сразу же, вот они сидят наготове. Они не могут писать. Вот, сало кушаю, еврей ли я, Израиль, ЛГБТ, 4 таджика, что еще тут? Ну, как обычно, почему флаг Америки, вот, Кадыров, Дон, и вот все вот о чем угодно, главное, вот, всякое лишнее, не лишнее. Все, нету, вот смотрите, все. Вот резко они появились, как я разрешил, и резко они все исчезли. Все, нету никакой активности. Были видео свидетели, вот вы, все, кто в YouTube, можете увидеть. Быстрые, мы свободные люди. Чеченский сионист быстро тебе тоже ответить не сможет. Вот такая вот байда, да. Нету больше тролликов, да, оказывается. Троллятина. Арнольд, вы говорите, используют для развлекухи, и отсюда и зрители в основном массе несерьезные. А почему это несерьезные пишут всегда одинаковые? А? Вы хотите поставить, Арнольд, вы хотите убедить людей, что это не тролли платные пишут. Но почему-то вот эти, в которые развлекаются, всегда знают, на какие темы нужно, когда заходят ко мне, всегда писать. Причем это не одни и те же ники, а всегда какие-то разные новые ники. Они всегда про Израиль, что у меня сзади флаг где-то Израиля висит. Да? Это их излюбленные методы, которые применяются против меня. Там, набор целый. Поэтому вот то, что вы делаете, вы покрываете сейчас их, пытаетесь покрыть их, пытаетесь их запутать людей и сказать, да нет, это не так, это сяк. Мы прекрасно знаем, что они делают и как работают. Уже как бы научили, как говорится. Как-то так, да. Так, да. Побрейся, самый сильный тролль, который это тебе предъявил. Да. Тема у нас серьезная, это деоккупация, но чуть-чуть несерьезность. Это боты, которые верещат про Израиль. Вот. Не пытаясь никого вести в зло, всего лишь выразил свою мысль. Могу ошибаться, конечно. Но вы ошибаетесь, Арнольд. Я надеюсь, неумышленно. Вы ошибаетесь. Это тут все это сечем. Думаете, просто так они тут заскакивают, начинают. Да, есть, конечно, и молодежь, и детвора, и полезные товарищи.
А так вот, сейчас жалобы поступили. Вот вчера очень много жалоб поступило. У меня одно предупреждение мне пришло. Поэтому, может быть, связано с тем, что сегодня у нас стрим уже неактивный. Опять куда-то в серый бан занесли. Потому что они постоянно жалуются, постоянно жалуются. Так, сколько мы в эфире? 55 минут. Джанго освобожден на 95. Кто может себя назвать Джанго освобожденным? Вы помните этот фильм? А? Это был раб, которому дали свободу, и он такой, как ковбой был, чернокожий. Это был человек, которому дали свободу, и вот человек берет себе Джанго освобожденный 95. То есть он согласен, что он раб, которого освободили. Представьте. И еще номер 95 себе присваивает. Супер просто. Где расположена фабрика троллей, которая работает по вам? Арнольд, это вам должно быть известно, откуда я знаю, где она расположена. Я не знаю, где именно, по мне. Я знаю, что в Яблоновского и в Перекатном есть две фабрики. Это Адыгея. А в Перекатном, поселок Перекатный, там 400 человек проживает. И знаете, Кавказ, я сейчас буду рассказывать, я не знаю, как это все рассказать. Кавказ занимает из России, занимает первое место по запросу в интернете, по запросу по разным извращениям. Я извиняюсь, что я эти вещи говорю, но я просто проводил кое-какую работу по этому поводу, не я один. И есть такие вещи, есть такое видео-контенты разного типа. Это для взрослых видео, которые животными. Вот извращения такие есть. Так вот, больше всего запросов, это первое место занимает Москва. С собаками, там, с домашними животными, вот запрос идет. Затем на первое место вышел Кавказ. На Кавказе вот эти запросы больше всего проводятся. И мне стало интересно, это было много лет назад, как так возможно, что на Кавказе живет так много мусульман, такие вроде бы внешне все правильные, и в таком количестве запросы на эту тему. И выяснилось, что в Перекатном, где проживает 400, по-моему, человек, и в Яблоновского поселке делаются запросы на вот эти 400 человек. Я просто все эти вещи называть не хочу, как есть. Ну, животными это называется. Зоофилия это называется по медицинскому показанию. И самые большие запросы это делает Москва. Затем первое место обогнало 12-миллионную Москву, обогнал Кавказ несколько миллионов по этим запросам. Так вот, выяснили мы через Google Trend, есть такая тема, откуда делаются эти запросы. Дагестан это, Чечня это, Ингушетия, Кавказ-то большой. Так вот, выяснилось, что делаются запросы из Перекатного, из Яблоновского. Это по два поселка. Яблоновский чуть побольше, а Перекатный, по-моему, 400 человек там проживает. Так вот, в этом Перекатном вот эти запросы животными, про животные,
было больше, чем на 12-миллионную Москву. Видите, что? Я просто, может, не до конца объясняю, может, внятно, потому что не хочу все как есть называть. Так вот, в Перекатном, где находится фабрика троллей, запросы вот на эту тему, как от Кавказа, было больше, 400 человек живет в этом поселке. Официально, если зайти в Google, можно посмотреть. Больше живет, больше было запросов, чем со всей Москвы. А в Москве на эту тему очень распространено. То есть, чтобы мир, а Запад ведь тоже проводит какую-то работу над этим, чтобы мир не увидел, что такие запросы, вот такие вещи, это неразвитые люди, очень отклонения имеющие люди могут такие вещи интересоваться. Понимаете? И вот в этом Перекатном и в Яблоновском находятся фабрики троллей. Фабрики троллей есть везде. В Санкт-Петербурге они есть, в Москве есть они. В Чечне в каждом отделе полиции 2-3 сотрудника постоянно сидят и изображают из себя братьев мусульман там и так далее, и разных там вербуют, общаются там и так далее, и так далее. Ведут определенную работу. И вот некоторые, которых мы видим, блогеров в ТикТок, которые сидят, в том числе дамочки, они находятся в Перекатном. Одна дамочка даже вышла, у меня есть скриншот, видео я сохранил. Она вышла прямо из Перекатного. Она не убрала, видимо, или поставила по какой-то причине. И им комнатушки там выделены. И они сидят там, сейчас уже ведут вот эту свою блогерскую деятельность. Якобы они там это какая-то семья живет, там, как будто это ее дом, там, и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, их очень много, ведется огромная работа по дискредитации чеченцев. Поддерживаю. Так что вот такие вот дела были, друзья. Поэтому я не знаю конкретно, кто занимается моим каналом, но я так понимаю, мы им очень мешаем. Так, bu salonda qiyirmistak xillo aslan bozloy elektрику бо. Антикадыров злой электрик. Ты антикадыров. Понимаешь? Ты не Бусолбстаг, ты антикадыров. У тебя написано, что ты антикадыров. Ты не антироссиянин, не анти-ФСБ, ты антикадыров. Ты россиянин. Видите? Ни один человек не будет называть себя антикадыровым, когда твою страну оккупировали россияне. Бусолбнаван, сокирми, уат, аж ящик пить на что. Поэтому можешь уходить, ты мне не интересен. Дальше. Насер Герлиц, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассалам. Ради победы над общим врагом помиритесь со стороной Закаева. Это важно. Ва алейкум ассалам, Насер. Насер, я ни с кем не ругался. У меня нету никаких личных врагов. У меня нету никаких. У меня есть враги моего государства. Больше врагов у меня нет. Моего народа и моего государства. Личные врагов я прощаю. Многих атакуют как могут. Поэтому скажите мне, вы заходите, как будто я с кем-то здесь ругаюсь, кого-то я тут ущемляю, как будто бусалдневан зинч деш вубош. Чудоль, ца ушел дыч. Вот объясни мне, Мичаура, Насер, ты уполномочен Закаевым? Почему ты мне это говоришь? Почему ты не идешь к Закаеву и не говоришь, помирись с Асланом, с Аядом? Что ты сделал, Закаев? Иунца Ола, твой гунд Ола. Как будто мы, здесь с кем-то ругаемся, с кем-то хотим поссориться. Шалом, модный доктор, шалом. Так.
Да, албанец, именно это и называется. Аслан, ты знаешь про СИЗО в Чернокозово и другие фильтрационные лагеря во время Второй войны? Имран, я очень мало знаю. Я знаю, что Чернокозово зверствовали, людей очень жестоко убивали. И это не только в Чернокозово было. На всей территории были эти фильтрационные, так называемые, фильтрационные, на самом деле, концлагеря. Почему ты спрашиваешь? У тебя есть что-то рассказать по этому поводу? Это мне важно, эта тема. Очень для меня это важная тема. Сегодня прочитал доклад Human Rights Watch, до сих пор не в себе хожу. Давай, уже еще целый хайониш. Я уже не могу. Садок, я не такой был раньше. Я уже сейчас не могу. Я, видимо, уже старею. Мне казалось, что ничего не может меня поколебать, да? А сейчас я даже читать не могу это все. Да, Алмула, модный доктор, да, Алмула, иншаллах. Ичкерия будет свободной от русни, совершенно верно. Так, если бы все из нас были такими же, да, это точно. Это не так, конечно. Ну, хорошо, хоть ты веришь в это. У меня тоже эфир завис. Да, что-то они, видимо, создают проблему. Так, здравствуйте, Асан. Будет ли эфир с Тузиком? Харьков, соревнования. А что, Тузик хочет пообщаться? А почему вы мне задаете эти вопросы? Насер, кривист мацарила, Насер, намоила. Заказ уполномоченный, ну я, трацин сдоудальду, я цюнгу, це олаш, так, хаттердич, це жвак мацедела. Так, ассаламу алейкум, алейкум, салам, ашуэль, бамухтауль, маш. Я не просто верю, я уверена, иншаллах. Дай Аллах, модный доктор, иншаллах, дай Бог, дай Бог. У меня нет связи с Закаевым. Ну, со мной тоже у тебя нет связи. Но ты же можешь написать комментарий, как мне ты пишешь. Насер, ухал махит, но соцанница Иран вац. Я ни с кем не ругаюсь, я ни с кем... У меня нету личных врагов. Ничего, ничего личного нет у меня. У меня есть только те, кто продает интересы чеченского народа. Ахмед Закаев продает интересы чеченского народа. Ахмед Закаев всю свою историю работал против чеченского народа. Если я его прощу, это не значит, что его чеченский народ простит. Понимаешь? Это модель духовная, как есть, я тебе говорю. Как есть, прямо под запись, открыто, миллион раз это говорил и говорю. Ахмед Закаев не является представителем чеченского народа и государства. Ахмед Закаев делал все возможное, чтобы навредить чеченскому народу и государству. Видишь что? Ишт бехилля дачун. Ишт душунес. Поверьте, я ничего не выдумываю, мне делать нечего, сидеть на кого-то, выдумывать там и так далее, и так далее. Нет, я ничего не выдумываю. У меня есть факты, доказательства есть. У всех у вас есть факты. Если вы захотите познакомиться с этим. А худи была, Насер. Ну как помириться? Давай тогда с Кадыровым помиримся. Давай тогда там с Демельхановым помиримся. Кто еще там есть? Кокиевым помиримся, Магомедом Кокиевым помиримся. Но почему нет? Они что же чеченцы, они что же, как они понимают, защищают интересы свои чеченского народа, они не защищают. Бартби Хансби, давай, Бартби, давай, я только за с кем? С предателями чеченского народа. Это исключено, я в этом не участвую. А я рядовой человек, я никакой погоды, ничего не делаю, понимаете?
Я не буду ни с одним предателем садиться за один стол, ни с кем вообще и вести диалог. Без записи. Я только под запись буду с предателем разговаривать. Они мне столько раз уже соврали, они столько раз меня уже э, пытались дискредитировать и дискредитировали, сколько лжи на меня выливали, что я без записи с ними работать, общаться вообще даже не буду. Вот только под запись буду, чтобы не было. Да? Как-то так, да. Давайте так, с Кадыровым. Почему тогда, Насер, мы с Кадыровым тогда не договариваемся, скажи мне? С Кадыровым я тебе скажу, может, это не будет очень приятно, но Кадыров, по крайней мере, делает это открыто. И я тебе скажу, хотя они тоже были не открыто, но уже много лет открыто это делают. Под запись, под запись okastions. Дерек Насер. Я его звал, Уамца Войс. Дерек под запись, Сахата Шдукцин, да, Дел Шварт. Но он, Ахмед Закаев, не отвечает на вопросы, понимаешь? Потому что если ответить на один вопрос, появится еще один вопрос, потом второй вопрос, потом третий вопрос. Лилеш ты гуштачун. Гуштачун. Ичкерию, а про Ичкерию не говорит. Говорит Горская республика, какая-то конфедерация народов Кавказа, вся какая-то непонятная российская оппозиция вокруг, Кутаев Руслан вокруг, ну и все, и вы ждатесь, и вы хотите же, нет, и я не буду ни с кем, не буду, даже шутку не буду, зачем мне это нужно? Хэн вольвишвек, сову жвапдал дишвек, дал гала, сову. Поэтому, извините, я в этом не буду участвовать. Вы сами как-нибудь. Астадошину. Мне кажется, для будущей будет лучше, если вы все объединитесь. Вот еще тут еще один. Харьков. Соревнование, говорит, мне нужно объединиться. И вот Насер говорит, объединиться нужно. Этот говорит мне с Тумсу Абдурахмановым объединиться. Этот говорит с Закаевым объединяться. А вы кто? Вы уполномочены, Эмиран? Ты уполномочен от Тумсу Абдурахманова говорить мне объединиться с ним или провести с ним совместный стрим? А? Я знаю, что они будут через какое-то время, у них будут большие проблемы, я знаю, через какое-то время. У всех, о ком вы говорите. Так, здесь описывает Аслам, брат, ассалам алейкум, алейкум Макс. Здесь описывает, не, Имран, Уацари, Харьков соревнования, говорит, я перепутал, Имран говорит про другое. Здесь описывая зверство, совершенного в этих лагерях, не буду доклад называть «Добро пожаловать от Human Rights». Не знаю, почему это не передано огласке, но там над людьми совершали нечеловеческие пытки. Имран, вот под этим видео оставь, пожалуйста, ссылку. Она не фиксируется, она в сообщение для я его должен буду рассмотреть, эту ссылку, и я ее одобрить должен буду. Ну ты ее оставь. Я ее опубликую под этим видео. Каждый член должен знать это. Да, совершенно верно. И Джимми Фокс говорит, Закаев это герой Чечни, что ты несешь? Его хотел Путин убить, как Яндарбиев. Джимми Фокс, ты глубоко ошибаешься. Ахмед Закаев рядом не стоял с Яндарбиевым, во-первых. Во-вторых, героем Чечни Ахмед Закаев никогда не был и никогда не будет. Это я тебе с всей ответственностью заявляю. Никогда он не будет героем Чечни. Понимаешь? Хотя хотят его представить таким, и если бы нас тут не было, может быть, что-то получилось бы. Но, увы и ах. Так.
готов. Нет, конечно. Ну, а что, отлично, как сам, ваш воин. Приветствую, приветствую, ночью. Да, Султан, совершенно верно. Совершенно верно. Абсолютно верно. Я готов разговаривать со всеми, друзья, но я не готов легализовывать, понимаете? Абсолютно не готов. По какой-то причине, Дион. Сколько мы уже в эфире? Можно уже закругляться, друзья. Хорошо, мы сидели. У нас еще будет стрим. У нас еще будет сегодня стрим в 21. Ну, еще посижу я немножко с вами, но я пойду, да, на тюрлях. Так. Сейчас посмотрим, как вам трансляция для всех пользователей. Валейкум салам. Пожалуйста, Арнольд, пожалуйста. Вот, смотрите, как только разрешил, активизировались. Ну ладно, пишите пока. Валейкум салам. Какие перспективы для Чечении в ближайшие 5 лет? Я полагаю, Муса, в течение 5 лет Чеченская республика Ичкерия станет субъектом международного права, будет признана ООН, будет заседать ООН, и мы начнем привлекать к ответственности военное и политическое руководство фашистской России за преступления против человечности, геноцид чеченского народа. В течение 5 лет это произойдет. Я думаю, в течение 3-4 лет до конца. Сейчас будут выборы президента США. И до конца выборов, до конца истечения срока, скорее всего, это будет Трамп. Вероятно, это будет Трамп. Я не знаю. Но кто бы там ни был, до конца следующих выборов президента США Чеченской Республики Ичкерия должна получить долгожданную свободу. Я думаю, так и будет. Я думаю, так и будет. Так. Салам всем свободным людям. Салам, Аслан. Салам, Эд. Витаю тебя, дорогой. Так. Обязательно потом просят. Так. Вот видите, как только я включил, сразу же поток просто пошел. Видите, да? Это чтобы вы понимали, что тролли как работают.
Они могут писать, это роботы пишут. Роботы уже готовые, они выдают, да. Да. Этот момент, Асан, я надеюсь, в течение 5 лет будет военная база США в Ичкерии. Да, Эд, я это тоже на это надеюсь. Но, по-моему, никому это не нужно, кроме нас с тобой. Ни США, ни США, никому это не нужно. Ни Ичкерии, никому это не нужно. Нам с тобой, по-моему. Я тебе гарантирую, мы с тобой точно нашу базу с тобой поставим там. И на нашей горе поставим, и в другом месте, да. Было бы хорошо, конечно, было бы супер просто, но что-то я не вижу, что это кому-то нужно. Один я тут сижу-то, твоим флагом махаю, машу, прибил его сзади, это, сижу. Ахтунг, полно провокаций, йоу, после Грузии, юй, Washington удицаш. Докумж дицо, шташта, лайтс версия, постат. Ховоч, скучно было, да. Аслан, сделай мир между Израилем и Ичкерией. Серый, это моя мечта, если честно. Если бы я был бы первопроходцем в этом деле и внес бы лепту, это была бы моя большая гордость моего достижения в моей жизни. Но что-то я не вижу никакой активности с вашей стороны, Серый. Я за любой кипиш, кроме голодовки, как говорится. Слава Украине! Героям слава, сталкер! Дорогой, тебя тоже нам не хватало. Здравствуйте, Арам, Армения, здравствуйте. Так. Алла, Казахстан, Алла. Приветствую, Funny Moments. Валейк салам. В чем суть? О том, чтобы на улице как собак всех хватать. Так. Ты хороший провокатор, говорит. Я слушаю тебя уже третий день сижу. Ты хорошо стелишь, твердо спать. Ты такие моменты расскажешь, как будто сам себя оправдываешь. Бог всех рассудит. Язык враг твой. Ахмад Силас. Лимон. Ну, хорошо, что ты оценил по достоинству то, что я делаю. Потому что обычно ваши тролли, они говорят, что я очень неграмотно все делаю, очень некачественно. А ты говоришь, я хороший провокатор. Ну, но это говорит о том, что ты как минимум честен, да, и так далее, да. Ты враг всего мира, говорит. Причем человек с ником Никто. Как ты думаешь, с ником Никто, мнение Никто имеет значение для кого-либо? Сахюк СМС цайо из худу. И мат цайо динда цайо. Учу цайо, и WhatsApp ты цайо. WhatsApp ты мион, дай нерса ты его, дай нерса. А мы никогда не воевали, надо наладить партнерские отношения между Ичкерией и Израилем. Ну,
Полностью согласен, модные. Но он не имеет в виду, сделай мир, он же не имеет в виду, что мы воевали, модный доктор. Он имеет в виду дружбу, мир, жвачка. Вот что он имеет в виду. Я только за. И я, знаете, чеченцы к этому готовы, я вас уверяю. И это, конечно, сейчас с той пропагандой это будет очень важно и нужно, чтобы это все просто сносить, просто смести к чертовой матери вот эту пропаганду, которая против нас есть. Так, 3 дня он слушает. Муда говорит, Ахмад Силас, это что-то за лопух. Да, сталкер, лопухов хватает. Америке просто необходим союз на Кавказе. Ичкерия это идеальный вариант. Я думаю, работа идет. Мы просто этого не видим, пока не слышим. Армения просто мечтает об этом, но они очень ненадежны. Так, ну, Эд, это правда. Если надежность нужна, то лучше, чем чеченцы, надежнее никого на этой земле американцы на Кавказе не найдут. Да. Да и не только на Кавказе, мне кажется, нескромно скажу я, да. А так, не знаю. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Скажи Татарстан алга. Конечно, скажу. Татарстан алга. Так. Так, так, так. Никогда чеченский народ. Это ты так считаешь, да? Отлично. Ассаламу алейкум, уважаемый. Привет с Мордовии. Ва алейкум ассалам, Владислав. Приветствую вас. Простые рабочие ичкерийцы будут работать на заводах Ичкерии? Ну, конечно, Тимсид. А кто еще будет работать? Рабочие будут работать на заводах. Здравствуйте, привет из Киева, привет. Привет. Как бы что в Грузии жег мечеть. Хочу солнца и царесу Мустан. Так. Смотрите, смотрите, какие активные, да. После теракта в Крок-Сити менты забрали остановки, чеченцы убили. Да, да, именно было. Убийство было, произошло. Салам, Казахстан. Отрежем голову, как барану, говорит Андрей. Это вы можете, Андрей, я знаю, это вы можете. Правда, я думаю, если бы мы с тобой встретились бы 1 на 1, я думаю, ты бы поменял бы свое желание отрезать мне голову. Думаю, ты бы немножко передумал бы.
Надо было раньше вам здесь оставить, а то вы, бедные, мучились, я смотрю, не могли, не могли писать комментарии, бедолаги. Так, что написано в Коране про священную войну, говорит Владислав. Что написано в Коране? У вас ошибка в слове Коран. Владислав, вам в другом месте нужно поискать. Это к мулам, а не ко мне. Как относишься к Татарстану? Отлично отношусь. Мы вычислили ваши координаты, Аслан. Отправляем вам подарочек. Артиллерию с танками. Хы-хы-хы. Конечно. Так. Вы так много пишете, я не успеваю. Вы с ума, вас нужно было раньше. Зачем звездная плата? Я бы пообщался с вами, но думаю, вы не захотите, так как есть факт, вы не сможете отрицать. Аслан, ты когда диск вернешь? Какой диск? А почему у тебя на заднем фоне американский флаг? Сева, ты умничай. Так. Тебя найдут, говорит. Ты что, серьезно, что ли? Почему Израиль должен быть в мире? Неужели так? Ассаламу алейкум, ваша гудуху, чё? Ну, вот одно и то же. Ну, тролли. Да ну вас. Мне интересно, задайте вопрос какой-нибудь стоящий. Жди друзей из Татарстана, говорит Александр Уланов. Так, привет из Осетии. Я скоро, да. Какие вы такие дерзкие. Так, мне надо испугаться, надо выключить компьютер, наверное, да? Так страшно, хоть компьютер не включает его. Асан, не обращать внимания на провокатора. Договорились, модный доктор. Асан, хожа СМС. Так, Ичкери, ху СМС. А я это сообщение воя, уво. А я это все, хажиш маяться, юч эфир маюса, муста. Ажмацала соиш. Эфир вечерч. Асан, не обращай внимания. Так, хотел рассказать про казаков. Таковые еще есть. И это большие защитники. Ичкерийцы достойные сыны и дочери своего народа. Спасибо. Ассаламу алейкум. Мавидин, рад вам, алейкум. Слава Украине, свободу Ичкерии. Героям слава. Героям слава. Так. Ну, просто невероятно, да, заваливает. Два коротких видео. Госум, устан. Эфир мою юичса, и сажгур муват.
Нужно создать Соединенные Штаты Кавказа. Да, совершенно верно. И мы их создадим. Это будет называться не Соединенные Штаты Кавказа, а будет называться Кавказский дом. Это будет называться. И мы обязательно создадим. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Дикуда албухастам. Так. Владимир, так. Вот стоящий вопрос, так. Так, ну одно и то же вы мне тут спамите, друзья, так неинтересно. Так. Короче, одно и то же, да? Так что ФСБ план Б случился. Короче, в Кавказе, грузинш, христианш, бубох, палбич, бу. Соцакиета, муста. Так, сколько мы в эфире уже? Боишься ответить, а потом не понимаю, почему хейтят тебя. Ты бестолочь и безда. Аллах видит, что ты, кто тебя ждет ответ Всевышнему. И там ты не сможешь молчать, говорит мне русский тролль. Все пройдет и тебя забудут, говорит Белов. Может, меня забудут, Белов, может быть. Но органы ваши никогда. Может, чеченский народ меня и забудет, но ваша гибнявая организация меня запомнит навсегда, поверь мне, дело. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Здравствуйте, как вы думаете, выйдет ли Армения из ОДКБ? Здравствуйте, я не знаю, для чего она там вообще находится. Такс. Так, слава Русне скажи, Бог, хорошо, слава Русне. Аслан, ты наш брат, забей на ботов. Договорились сейчас, Сианет, но интересно же, да. Хайбойрак, даяк, хайбойрак, ты велчер. Шубойрак хилари, чеченец, если чеченец я. И шубойрак хилари, хогушхир вай велен кош китио. И байр ксаю, китио, ас веленюз, китио. Ага, и байр ойя гушвац. Бенде лаулуай, гайлуай. Так, активизировались. Ну, интересно зато. Но не сразу просмотров стало больше. Лилит Марьяна. Прикольно будет смотреть твое рыло, когда силовики нагнут тебя так же, как те безбожные, что натворили жесть в Крокусе, говорит Лилит. Лилит, куда ты делась, Лилит? Лилит. А почему ты меня сравниваешь с теми, кто убивал людей, террористические акты совершал? Значит, говорить правду, свобода слова,
это приравнивается к убийству людей у вас, да? Невинных, безоружных людей у вас. Ну, понятно, все понятно. Есть одна проблема. Есть одна проблема, Лилит. Я не буду вести себя так, как вели они. Ни убийствами, ни последующим событиям. Не тот случай, где он силовики вот. Так. Слава Ичкерии, слава Украине. Героям слава, Евген. Так. Ужас просто. Как вам мешает американский флаг? Да если бы я знал, я бы 2 повесил бы, 3 повесил бы, 5 повесил бы. Как же вас бесит то, что чеченцы начинают относиться адекватно к американцам, к их западной цивилизации. Как же вас это пугает, как же вас это бесит. Как же я раньше этого не мог понять до конца, сразу, целиком и полностью, чтобы полностью работать в этом направлении. Как же вы кипятитесь, да? Так. Сионисты, ичкерийцы, братья навек Бог. Уничтожим и сионистов, и ичкерийцев. Конечно, классная мечта у вас, я вам скажу. Жаль, у вас она неосуществима только. А так, молодцы, хорошая попытка. Хорошо, что вы нам это говорите, да? Нам нужно знать. Нам нужно знать. Так. Так, давайте я перемотаю. Главное, что мы, чеченцы, знаем, что Россия наш враг, и это полпобеды. Да? Как можно поддерживать Израиль, говорит. А вот так. Договорились, Тайгер. Вы все бессильны, сионисты и ичкерийцы воюют за свою свободу. Совершенно верно, модный доктор. Да, мула, Мустан, да, мула.
Так, тут просто завалили комментариями. Ну, молодцы, давайте, давайте. Сколько нас смотрит? 547 человек смотрит нас. Ну, вы все видите, да. Asta уже se mața vedea, уже вистele доакца до когда. Александр, справедливый человек. Справедливый человек, ты тоже начал спамить, повторять, дать свой комментарий. Слава Степану Бандере. Героям слава. Да, я читал Буковского, Уртов, да. Нужно просвещать, да. Хороший совет. Я могу его вам тоже адресовать. Валейк салам. Так. Ты вообще умеешь читать или просто сидишь и смотришь? Просто сижу, смотрю. Ну все, я, друзья, наверное, заканчиваю. Смотрю, тут вот активизировались. Просто очень сильно активизировались. Очень сильно, да. Валейкум салам, Арби, Машуаль. Билифирт, Мичайер, Билифирт. Тюск махазбуа. Нету тут. Хасхите он се тюск. Да? Шун са хасцарьеч, ца органисан маяц. Джон хасхит, шун са дер, самар, сабалч, сатиска. Вы все бессильны, сионисты и чкирийцы воюют за свою свободу, говорит модный доктор. Да, это так. Так, давайте, друзья, я, наверное, пойду уже.
Ты вот говоришь что-то, то я думаю, что талоны на интернет закончились. Очень смешно. Иди правильно, иди помолись и успокой свою душу. Да, молодцы, конечно. Вы просто герои, друзья, герои, настоящие герои, да. Настоящие герои. Вы самые крутые герои из всех героев. Что случилось? Что случилось? Куда делись комментаторы, Дион? Что, все, что ли? Это все, что... Вы все тролли, оказывается. Вам блокировку ставишь, вас уже нет. Все? Все. Где все? Где нелюбители американского флага? Все. Где? Куда вы делись все? Вот вас выявлять очень легко, Дион. Нет у вас больше. Вот. Все вместе исчезли. Вот, оказывается, можно же и так с вами. Зирочка. Ну все, друзья. Еще раз, очередной раз. Исчезли черти. Да, сталкер. Их, оказывается, не так уж и трудно было ликвидировать и убрать. Достаточно одну кнопочку нажать. Друзья, на этом я свой стрим закончу. Когда я их удаляю, постоянно приходится перезагружать телефон. Ну, таких проблем у меня не бывает. Но в любом случае, друзья, на этом я свой стрим закончу. Сегодня я вас через уже сколько? 2 часа, получается. Нет, 21 час. Сейчас нам 19, да, ну чуть больше 2 часов. Жду вас на стриме с участием нашего президиума правительства на платформе открытого диалога Агьядом и Дигом. Всего самого хорошего. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. Господи, благослови Америку. Адикюэль Машуэль. Модный доктор. И вам тоже. И вам здоровья желаю. И вашим всем родным и близким. До свидания. Всего хорошего, друзья. Везде Оливер Шу, Юэль Сталкер, Масейра Юэль, чеченский сионист, Масейра Имран, Масейра Юэль. Давайте, друзья, на связи.